Микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии персонально ваш политолог Дмитрий Михаличенко. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Руслан. Всем привет. И сразу напомню нашим слушателям не вопрос, а номер для смс-сообщений, куда можно присылать вопросы нашему гостю. +7 927 304 10 51. Также эти вопросы можно слать в мессенджер, телеграм по этому же номеру. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе у нас, как всегда, идет, запущена. Присоединяйтесь, ставьте лайки и принимайте участие в обсуждении. Вчера состоялось очередное послание Владимира Путина. Тема, конечно, федеральная, но так или иначе ее все обсуждают. При этом, в общем, большинство наблюдателей заметили, что почти исключительно в центре внимания была внутренняя политика и некие предложения по социальной сфере. Что изменилось? Ничего. Я думаю, что у людей, которые мыслят, так скажем, оппозиционно или критично, как я там на позициях социальной критики, в общем-то, вне зависимости от политических предпочтений, особых ожиданий от послания не было. Что касается смещения акцентов, то смещения акцентов были в формате, но не в самой политике. В формате позиционирования. Да, там они сделали так, что 2/3, там даже больше посвящено внутренней политике. Это бьется с социологией, которая есть, что людей интересует больше внутренняя политика, социальные вопросы и так далее. Но кардинально политика сама по себе, она не поменяется. Политика государства, политика первого лица. То есть послание людям, а не депутатам и правительству, грубо говоря. Ну, такая картинка определенная. Ага. Что касается вот этих бонусов, в общем-то, это и озвучивалось на федеральном эхо экспертами, и я с этим солидарен, то они были очень тоненьким слоем расставлены по всему столу, занимали много слов, много времени, а сам по себе массив этих льгот, этих преференций, о которых говорится, он небольшой. То есть денег в этом мало? Да, есть такой прием хитрый управленческий. Вот, допустим, ТКО сейчас губернаторов, это головная боль везде. Вот, что они делают? Я уже говорил, один демагогический путь. Вы что, такие тарифы, давайте все в 2 раза дешевле. Все народ, какой у нас губернатор, как он, Ради Фаритович, значит, хороший. Потом приходят платежки, они думают, да что это такое? А другие более хитро, они как делают? А мы ведем льготы для людей старше 70 лет. Ну, там категория у них немного, да. А мы ведем льготы для людей, ветеранов труда. А мы ведем льготы у тех, у кого там 3 и больше детей. И вот так мелким, скажем так, мелкими слоем масло на вот этот хлеб черствый намазывают. Вот это произошло ровно с посланием Путина. В общем-то, особых ожиданий и особого изменения, зная, наверное, и личность Путина, и его предпочтения и так далее, ожидать не стоит. Какие-то, может быть, но надежд у меня особо на то, что будет что-то намного лучше, нет. То есть он сам реально не хочет ничего менять, или он просто понимает, что это невозможно сделать в нынешних условиях? А там сложно, вот это очень сложный вопрос. Инерция это достаточно серьезная, вот этих вопросов, когда уделяются ключевые вопросы, там это, значит, оборонная промышленность там, и прочее и так далее. Это же и более, скажем так, закрытые сферы. Тут и фон, и король. Как бы, да, и то, и другое. И тут совпадает так, что инерция настолько сильна, что изменения маловероятны. То есть изменения, это, если бы он решился на то, чтобы, там, скажем, отодвинуть олигархов, он так делал, вот, как бы сказать, принизить их роль, немножко утихомирить. Крым когда был. Потому что они же, олигархи, люди ориентированы на деньги. Прежде всего на деньги, на влияние. А Крым это серьезный удар был по многим. Вот, он тогда сказал там, вы потерпите, я вам все дал. Но сейчас не такой повод. Что 5 лет у россиян падают доходы, это терпеть, в общем-то, мы за терпение российского народа. Вот такая парадигма, на мой взгляд. Ну, тогда перейдем уже к повестке республиканской. Главная тема в республике — это ситуация в Сибае. Да. Вот, например, профессор Марс Сафаров позавчера у нас говорил, что такими темпами кризис вообще не будет решен ни к 20 марта, дата, которую Ради Хабиров установил, не позже. И вообще он видит, что проблема здесь в том, что есть интерес собственников в продолжении разработки шахт. И пока каким-то образом на уровне олигархов тех же, да, вопрос не будет решен, у нас проблема не решится. Так ли это? Совершенно верно. Вообще Марс Сафаров — это человек политически неангажированный. Вот. Он достаточно высокие экологические нормы, те стандарты, которые должны быть в нормальном, здоровом обществе, а не в том обществе, как я уже неоднократно говорил, как Демократическая Республика Конго, где вся таблица Менделеева, но все и китайцы, и американцы, там все думают, как бы выкачать ресурсы. Что касается конкретно Сибая, здесь нужно говорить о роли Хабирова. Вот он любит у нас тезис этот дожимать, маршруточников дожимать, чиновников дожимать. Вот дожимать-то нужно не людей, а дожимать нужно вот этих олигархов, которые
откровенно не соблюдают нормы экологические, нормы по промышленной обработке вот этого как раз карьера. Там же все есть в договоре. Что тут говорить? Одно дело пожар потушить, как вот говорится, да, там, чтобы смог ушел. Но надо решить вопрос-то более серьезно. Сможет ли Хабиров? Кто-то запускает слухи, что он пытался встретиться вот с одним из собственников этого, который и Аэроэкспрессом владеет, там 17%, Махмутов, да, по-моему, называется. Вот, я точно не владею информацией, но по моей информации никакой встречи не было. Потому что я считаю так, что вот в этой конфигурации власти нужно четко понимать. Вот когда пришел Хабиров, я сразу это сказал. Давайте понимать, кто такой губернатор, кто такой глава республики на шахматной доске. Так вот он в лучшем случае пешка. И вот эти олигархи, они зачастую больше влияния имеют. Вот. И это нам пример с Шиханами это показывает. Поэтому, если вы надеетесь, как некоторые телеграм-каналы пишут, что сейчас все жесткие требования, экологические нормы и так далее, я считаю, что это маловероятно. Если Хабиров это сделает, если мы увидим это, что реально вот экологи будут удовлетворены тем, как работы проведены и так далее, вот, не ангажированные, да, вот, тогда, да, я поаплодирую и признаю свою неправоту. Но у меня сейчас преобладает скепсис. Для Хабирова, к сожалению, самое важное сейчас, чтобы все было тихо, мирно. Поэтому его больше волнует не состояние легких жителей Сибая, а состояние информационной среды и посылы администрации президента. И, кстати, вот те авансы, которые были выданы Мурзагулову, информационная политика и так далее, но ведь давайте смотреть. Есть республиканское медийное пространство. Ну, там, ладно, кто-то выступает, Лилия Чанышева, там, Артур Асафьев, я там критически выступаю. Ну, так в целом все нормально, там нет такого. Федеральную посмотрите повестку. Там же они ни одной публикации же не дали, которая как-то их оправдывает. Там это как 10-0, поражение в одни ворота. И Мурзагулов в отпуске был, я понимаю, важные дела, там все как бы в Испании. Вот, человек имеет право, заслуженный отпуск, жизнь не удалась, все. Но я так смотрю, у них не жизнеспособная стратегия. И, в общем-то, вот эти блогеры, которые... нужно отдать должное, вот у финскому Фейсбуку там нашлись люди, которые, в общем-то, их выводят на чистую воду, ну, которые говорят, давайте влюбимся в Единую Россию, давайте поругаем этих политтехнологов, которые затеяли смог, чуть ли не там карьер этот весь, да. Ну, это наивно, и это ведет к отчуждению. А информационная стратегия предполагает, что на федеральном уровне должны быть свои люди, свой лидер общественного мнения, там политологи. Тот же у Хамитова был такой политолог, с которым он работал и так далее. У этих ничего нету. И они думают, что эксперты, вот по моей информации, Хабиров говорил, там, нужно создавать там работу с экспертами, экспертное сообщество и так далее. Значит, эта работа была понята таким образом, что экспертом является Шамиль Валеев, это, оказывается, политолог у нас. Значит, что у нас там, ну и остальные там вот. А по сути это все-таки аналитики и эксперты, когда они в паблик выходят, их читают. Там есть РБК, Коммерсант любит. Там должны быть не такие, которые, ну, что, у нас все хорошо, деткам дали, все. Вот это есть публика, которая читает нормальную, выверенную аналитику. Я это знаю прекрасно, я этим занимался много лет, выстраивал не в одном регионе такую работу с экспертным сообществом. Вот этого у них сейчас нет. Вот. За счет блогеров, да, они работают, но этот ресурс, это как солдатиков выставить против серьезно такой бури, да, и их, естественно, снесет это все. Значит ли это, что Ради Хабиров вот в этой ситуации не пойдет к Путину, то есть к тому человеку, к единственному человеку, который может влиять на олигархов, если олигархи уже давно не слушают? Путину нет. Понимаете, вот опять же, я сейчас, в общем-то, в основном в Москве, да, и общаюсь, там вот у нас казахский эксперт один очень хороший, Марат Шибутов, да, вот он в Регном постоянно пишет и так далее, мы с ним переписываемся, он говорит, а вы сделаете рейтинг, вот у нас Институт региональной экспертизы, сколько губернаторов за 5 лет с Путиным встречались? Это как определенный индекс, да, такого. У них восточные веяния-то хорошие идут. Двор изучайте, говорят, расстановку, как кто сидит. В общем-то, нормально все. Я как бы с большим уважением, это алматинский такой политолог, он очень хорошо там, он работает и так далее. И, в общем-то, мы задумались, Хабиров так часто к Путину не будет. Опять же, я там в Хамитовский пулт, когда входил, там мне говорили там с Белого дома, ну, Хамитов, он 2 раза с Путиным в год встречается. Типа это так, это респект большой. Он туда так быстро не попадет. Это ему, я думаю, что вот он приехал-то очень нервничал на этой неделе. И Но Комаров... это разве не тот случай, когда нужно добиться своего, попасть все-таки? Ну, вот история с Сибаем. А зачем ему?
Ну, чтобы как раз повлиять на олигархов. Или все-таки не надо ему влиять? Да нет, Путин будет, что ли, звонить, он должен сам решать вопросы. Кто наверх идет? У него есть кредит доверия у Хабирова, вот расстановка, да? Я просто почему спрашиваю, просто раз уж олигархи не слушают и не встречаются даже с главами регионов, то как он сможет решить эту проблему? Ну, нет, он может добиться встречи, там есть ресурсы, надо как-то, но только не через Путина. Все-таки там есть и другие люди. Есть и другие все-таки. Конечно, но круг его общения и мне так плотно неизвестен, как при Хамитове. Хамитов бы работал с Гордеевым в данном случае. Вот, вице-премьер, который курирует промышленность, в общем-то, но мы видим, что Мантуров достаточно, так скажем, с Гордеевым Мантуров оказался, хоть вроде он под ним, а на самом деле он самостоятельный игрок, потому что у него с Вайной очень хорошие отношения. Вайна — это руководитель администрации. С кем там Хабиров пойдет разговаривать? Сходил он уже, и по моей информации, вот я так понимаю, что ему очень там негативно это все. Сказали, что Разбирайся сам. Ну, плохо решается вопрос, да. И то, что на самом деле, ну, как бы, давайте уж откровенно говорить, и то, что это попало и там в ряд СМИ федеральных, и Песков это прокомментировал, это как бы посыл такой не очень хороший для Хабирова. Но не критичный. Не стоит вот сейчас сгущать краски. Да, он получил огромный минус. Я это интерпретирую так. Вот медовый месяц Хабирова, вот он закончился в Сибае. А когда всякие тролли там пишут в соцсети мне там, ну это же не хабировская проблема, это же при Хамитове был. Вот он пусть там в администрации президента объясняет, что это вот не моя проблема, это не мои только заслуги. Твиттер у меня хороший. Блогер сказал какой-то твиттер, и мы все радуемся. А нет, Инстаграм. Инстаграм лучший, говорит, у губернатора. Это на самом деле не так. Мы недавно провели большое исследование, потому что одному губернатору рекомендовали Инстаграм завести. У кого хороший Инстаграм? Хабиров ходит там 8-9 место. Ну, естественно, самый лучший Инстаграм-то у Кадырова и Собянина. Вот. Тут лапшу на уши тоже нам не надо вешать, мы делаем закрытую аналитику, и она пользуется большой популярностью, на самом деле. А хороший Инстаграм — это Инстаграм с большим количеством подписчиков или есть другие критерии? Есть другие критерии. Подписчики, во-первых, по разным сферам должны быть. То есть, условно говоря, ему надо какой-то социальный месседж кинуть. Ну, допустим, про матерей, про заботу о матерей. Надо понимать, чтобы там была аудитория. Нужно правильные эмоции подобрать, нужно правильный посыл. Например, Миниханов каждое утро по-татарски желает всем доброе утро. Вот, у него своя фишка, там у него свои приколы вот эти татарские, он очень юморизированный образ. У Хабирова, наверное, другой образ должен быть. Ну вот пусть Мурзагулов думает, он как бы все думает, что уже все придумал. На самом деле там как бы много вещей есть, которые можно рекомендовать, но я смысла особо в этом не вижу. Потому что, опять же, Инстаграм — это один из инструментов повышения узнаваемости и так далее. Говорит, что Инстаграм лучший, ну давайте еще другого блогера наймем, он скажет, что и здесь в республике лучшая форма правления, в общем-то, организована, все оптимально. Это же абсолютно нерелевантные артефакты общественного сознания, извините за грубости аналитические. Это, то есть, значит, мыльные пузыри, я хочу сказать. А вот если взять конкретные реакции Радия Хабирова на ситуацию, да, вот есть общение с жителями, которые сказали, что хотят выйти на митинг, да, реакция была очень такой острой и эмоциональной. И есть, с другой стороны, извинения, которые он принес за мэра Сибая, который оскорбил жителей. Да. Вот как это можно объяснить? Значит, что касается информации по Авзалову, моя информация, что его пока сдавать не будут. Я думаю, что это правильно, потому что он уже как губка впитал в себя негатив. И если сейчас его убрать, поставить нового, это как надеть новые ботинки в грязную погоду. Они тут же станут грязными, одномоментно. То, что он принес извинения, не извинился даже, принес извинения, это правильно, все корректно. Я думаю, что здесь он проявил себя хорошо. Но мы видим, как он нервничал в понедельник. Мы видим, какие у него срывы вот эти эмоциональные идут. Это тоже как бы не совсем хорошо, на мой взгляд. Но то, что он повел себя более взвешенно, чем вот этот Абзалов, про которого, в общем-то, я, мягко говоря, хорошим человеком, а точнее назвать бы его не могу, да, просто это байство элементарное. Байство, вот, барство, тут это не имеет национальной коннотации, это что у русских, что у башкир и так далее. Вот. И там до этого были реплики, вот как раз, которые вот успех Лилии Чанышевой, на самом деле, что они подловили вот этого Хабирова с вот этой репликой, когда он это все выступал. Там же невербалика, все чувствуется. Какое добро? Добро муниципалитет вам дает, понятно, да? Вот это с такой агрессией, с таким наездом и так далее. Ну, наверное, вокруг, наверное, нет людей, которые ему могут подсказать что-то, сказать. Он достаточно авторитетный. Я думаю, что Ахмадинуров это точно не будет ему подсказывать. Ахмадинуров будет говорить, что все правильно. Это его реакция на конкретные обстоятельства или это его жизненная позиция вот, по поводу вообще общественных каких-то протестов? И то, и протестов? другое. Значит, мы уже обсуждали, можно, наверное, повторить, чем Хабиров лучше Хамитова в глазах федерального центра. Шихан митинги не допустит и, значит, внутриэлитные конфликты.
Все, вот это он сделает, с точки зрения управления системой будет, может быть, чуть более надежным в глазах федерального центра, но вылезут новые ЧП, факторы, скорее всего, и так далее. Что касается социального благосостояния, инвестиций, я вижу откровенную ложь. Я считаю, что по вот инвестициям нам говорят недостоверную информацию, по ТКО недостоверную информацию, обвинение в том, что Хамитов, значит, это давал разрешение на Шиханы разработку Куштау. То есть, а вот еще один важная реплика. Я думаю, они же с Хамитовым сейчас так или иначе общаются, он же там в Башнефти, вот. Ну, у Хабирова, мягко говоря, желания общаться с ним нет особого. Вот. Ну, приходится. Вот. Вот. И он периодически вот это вот позволяет на предыдущее руководство скидывать ошибки и так далее. Ну, а вообще, вот так, посмотрите, Уфа, вот матрица того, что было. Был внутриэлитный конфликт, Хамитов, Елалов там, или как бы трения какие-то, да. Елалов вопрос чести, он снег чистил, там кровь из носа. Чистил ли так Мустафин? Мне кажется, нет. Да и вообще, так как он говорит, как он позиционирует себя, мне кажется, ему глубоко все равно на то, что про него в обществе подумают. Елалова, когда, вот, условно говоря, это внутриэлитные пошли трения, он хоть имиджем своим озаботился. Он хоть начал заниматься. Я считаю, что это был достаточно такой достойный мэр. Вот. Мустафин, хозяйственные успехи, я пока их не вижу. Ну, наверное, баню отремонтирует, в общем-то. А больше-то что душе надо? Баня есть, Твиттер есть, все, как бы, должность есть. Во всей этой ситуации могут иметь место все-таки какие-то заказы, какие-то деньги, вот о которых тот же Шамиль Валеев говорил, что якобы протесты — это кем-то финансируемые акции даже там. Шамиль Валеев теперь уже как бы комментирует его, он говорит то, что ему скажут. Так уж, как бы прямо-то уж, я ему и в глаза это могу сказать, как бы человек при общественной палате, и как бы там все хорошо. Вот. Что касается политтехнологического конструирования, то да, это было. На мой взгляд, и в понедельник в этой студии же сидел Потылицын, в общем-то, да, который откровенно, на мой взгляд, ведет торг с властью. Он, в общем-то, давал понять, что либо вы меня там, скажем так, принимаете, либо я вам создаю проблемы. Но с этой властью опасно. Понимаете, тут опасно. Они ведь как бы интеллигентно, они могут и подзатыльников-то надавать. Вот. Поэтому тут достаточно все это сложно. Но Потылицын говорит, что это не он. Значит, по моей информации, тоже я имею определенные контакты, и там считают, что это он все сделал. Вот, обращение к Путину и так далее. Все достаточно технологично сделано и так далее. Вот. В принципе, Потылицын это может делать. Как бы, и это он доставил им проблемы. Но как бы, вряд ли они пойдут на сотрудничество. Хабиров не любит такого, то, что он, как считает, это шантаж. Вот. Ну, как бы так вот. Вряд ли они будут поддаваться вот на такие. Не только я сейчас про вот него говорю, про вообще. Но вот такие, вот мы вас мочим, а потом раз, и бывает же так, раз, и как бы у многих бывает, у всех практически. Я думаю, что они будут, вот здесь они будут свою линию держать четко. И, наверное, это правильно. А люди сами, вот, которые делают подобные вещи, я имею в виду, предположим, точнее не так, люди сами соорганизоваться вообще у нас могут в таких вещах? Могут. Что касается вопросов жизненных потребностей, витальных, там, да, скажем, там могут, конечно. Но ведь людей самоорганизованных, непрофессиональных в этом плане, их, во-первых, можно расшатывать по-своему, там легче все-таки, чем тут. Он же, как бы, кто это делал, политтехнологическое влияние есть, он же обладает этим мышлением, он понимает, что куда надо ударить. Прежде всего, федеральный центр, на Путина, вот, и все. То есть, я думаю, что и люди это понимают. Могут, конечно, организоваться по вот таким вот вопросам серьезным, но политтехнологический ресурс, он здесь помогает. В целом же уровень протестной активности, уровень протестной культуры, в общем-то, в республике, он достаточно высокий. Но сказать, что настроения протестные вот такие вот преобладают, я бы не стал. Есть регионы, где более протестные, скажем так, выражено это все. Тут все-таки есть определенные сдерживающие факторы. Вот. Опять же, они сейчас понимают, что башкирским языком надо заниматься. Вот. Это как бы для людей, для коренного этноса, для башкир, прежде всего, это очень серьезное значение имеет. То есть они, вот таким образом они будут нейтрализовывать это все. То есть, вот, наверное, так. А насколько жителям других городов и населенных пунктов Башкирии, я имею в виду не Сибая, вообще вот эти проблемы важны? Просто у нас ведь есть такое, бытует мнение, что россиянам в целом, да, зачастую позиция «моя хата с краю» ближе. Да нет, это вот типа блогеров вот этих вот несчастных, так скажем, говорят, а что это сюда в Сибай приехали не местные? Я тоже тогда, наверное, в Уфу приду, а мне скажут, а что ты пришел, ты из Чесноковки живешь? Это абсурд.
Любой человек имеет право заниматься вопросами поддержки, солидарности и так далее и тому подобное. Это абсурд. Это все выгодно. Руслан, но это вписывается в «разделяй и властвуй». Маленький вопрос от нашего слушателя. Рутений Забиров, он подписывается. На фоне газовой атаки в Сибае возможен успех референдума о прямых выборах мэра города? Вот всем нашим гостям задает вопрос. Нет. Исключено. То есть... Исключено. Нет на этой воли. Никаких референдумов не будет. То есть и жители добиться, например, не смогут, если захотят? Думаю, что нет. Ну что ж, мы продолжим разговор с политологом Дмитрием Михайличенко после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Основателю инвестиционного фонда «Беринг Восток» Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Речь идет о хищении средств Банка Восточный. Адвокат Дмитрий Клеточкин заявил, что свою вину Калви не признает. Американец содержится в так называемом Кремлевском централе СИЗО «Матросская тишина». ВНК Москвы утверждает, что там нарушаются права Калви. В частности, он содержится с людьми, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Суд в Москве продлил на полгода арест Игорю Подпорину, который повредил картину Репина в Третьяковской галерее. Он пробудет под стражей как минимум до 14 августа. Подробнее расскажет наш корреспондент Мария Китаева. Уроженцу Узбекистана Игорю Подпорину предъявлено обвинение в уничтожении или повреждении особо ценного объекта культурного наследия народов России. Мужчину задержали в конце мая прошлого года, сразу после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный» и его сын Иван в Третьяковской галерее. Дознавателем Подпорин признался, что перед этим выпил водки в буфете. Однако позже в суде он попросил тем показаниям не верить. Они были даны под давлением. Мужчина заявил, что не пил алкоголь, а повредил картину, поскольку его возмутило ее содержание. В Третьяковке сообщили, что повреждения оказались серьезными. Экспертиза оценила ущерб в 30 миллионов рублей. Несмотря на то, что с момента нападения прошло почти 9 месяцев, реставрация картины пока не началась. Все это время идет подготовка к этому процессу. Подпорину грозит либо штраф, либо обязательная работа, либо лишение свободы на срок до 6 лет. Общественная палата Москвы обещает обнародовать итоги расследования вспышки дизентерии в московских детских садах. Как сообщил глава комиссии по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, для родителей будет запрошена информация у Федерального Роспотребнадзора. В Кремле сегодня сказали, что в курсе ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что источник заражения детей дизентерией установлен. Это предприятие в Липецке. Папа Римский Франциск официально открыл в Ватикане встречу по вопросам защиты детей. В ней принимает участие около 200 иерархов. Наблюдатели отмечают, что тема педофилии среди священников стала подниматься около 20 лет назад. Однако реальные меры никогда не принимались. Нынешний понтифик считает, что нужно в корне изменить ситуацию. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года предложил внести в программу соревнований брейк-данс, а также скалолазание, скейтбординг и серфинг. Окончательное решение должен принять Международный Олимпийский комитет. Олимпиада в 2024 году, напомню, пройдет в Париже. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 54 копейки, евро 74 рубля 30 копеек. В Москве минус 3 градуса сейчас, ночью обещает до 12 мороза, завтра днем минус 8-10, местами снег. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У 8-летнего Малика Мамаджанова из Стерлитамака редкая аномалия развития органов брюшной полости. Малыша дважды оперировали в России, но безуспешно. Помочь ему может только операция в сербской клинике «Белмедик» стоимостью более 1 000 000 рублей. Помочь просто. Пришлите СМС с текстом «Изгелек» пробел сумму пожертвования на номер 3443. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35.
По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Открой журнал «Дилетант», познай свою страну, ощути ее причастность к мировым событиям и оцени историческое предназначение. В журнале ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику и красочные иллюстрации, историю, оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы, куда сходить и во что поиграть. Журнал «Дилетант» проведет тебя по лабиринтам истории и поможет понять суть событий. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Рисунок. Хурет. Рисунок нефтью. Нефт менен түшүрүлгөн хурет. Рисунок нефтью. Нефт менен түшүрүлгөн хурет. В Уфе нарисовали нефтью портрет Радия Хабирова. Үфүлө Ради Хабировдун портретин нефт менен түшүргөндөр. В Уфе нарисовали нефтью портрет Радия Хабирова. Үфүлө Ради Хабировдун портретин нефт менен түшүргөндөр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии политолог Дмитрий Михайличенко. +7 927 304 1051. Номер для ваших СМС-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram. Вот вы упомянули протестную активность, да, и у вас действительно был доклад на эту тему. Башкирия где-то в середине списка, я правильно понимаю? Да, рейтинг. 29 место, в общем-то, в первой части они. Мы будем ежемесячно выпускать этот рейтинг. На самом деле, вот у нас же есть институт региональной экспертизы, там много экспертов достаточно, такая площадка неплохая. Вот. И после этого рейтинга, в общем-то, в федеральных СМИ было около 50 публикаций. И знаете, как вот эта история? В понедельник утром звонит там: здравствуйте, это вот дальний там регион, Сибирь какой-то, там замгубернатора. Я говорю: здравствуйте, очень приятно. Там. А вот мы хотели бы по поводу этого рейтинга узнать. Я говорю: ну что, давайте спрашивайте. А вот как вот у нас вот эти оказались события, там митинг такой-то, митинг такой, этого же не было. Я говорю: ну как не было, вот у нас ссылки есть, присылаем все. Ну вот все-таки вот мы хотели бы с вами как-то, чтобы не быть в красной зоне-то. Так. Вот. А я говорю: ну а что это? Это же объективное исследование. Нет, губернатор все-таки беспокоится. Ну, губернатор беспокоится, работайте лучше. Вот. Вот несколько звонков у меня таких было. Не из Башкирии, вот, а из 3 регионов было. По сути, в общем-то, почему этот рейтинг мы сделали? Потому что мы написали доклад и посмотрели по социологии. Очень сильно растет социальное недовольство. Значит, чем вот эти think-танки, да, эти мозговые центры исследовательские, в общем-то, отличаются? Публикуют всякие рейтинги. Рейтинг губернатора. Вот один губернатор поднялся на 12 место, другой на 14 опустился. Как, что, какая методика, прозрачность, все. Но это уже всем надоело. А СМИ-то, журналистам в регионах надо что-то писать. Все равно они это подхватывают. Это неплохой информационный повод. Мы решили, что все-таки критерии, как бы, чтобы не допускали митинги, активность, вот как Хабиров-то очень боится, чтобы митингов не было, так и другие губернаторы не очень хотят, чтобы были митинги, чтобы ни экологические, ни Навальный, ни этнические, все. Поэтому мы вот начали эту такую тему, будем ежемесячно выпускать, мониторить. Работа ведется таким образом. 7-8 аналитиков садятся 25 числа месяца и по субъектам федерации все кропотливо анализируют. Потом звонят экспертам на местах, сверяются, сводятся
и публикуется. Мы будем ежемесячно это давать, это достаточно интересный продукт. Мы тоже заинтересованы, чтобы как бы, нашему мнению прислушивались, чтобы СМИ... Особенно в динамике. Кстати, на сегодняшний день уже хоть какая-то динамика есть? Изменения в ту или иную сторону? Ну, мы подсчет начнем, вот я говорю, 25 числа, да, потому что нет смысла его начинать, вот пока месяц не завершился, хотя бы там... Посмотрим. Будет, конечно, динамика какая-то, но по Башкирии, в общем-то, Сибай такой серьезный фактор, который не позволяет, наверное, в общем-то, региону, скажем так, в зеленую зону попасть. Но посмотрим, я тоже не готов. Мы будем совещаться и обсуждать, и у нас там критерии есть, и мы будем менять еще определенные критерии. Почему? Потому что вот на первом месте у нас Москва, но Москва, она очень большая. Надо все-таки в зависимости от 100 тысяч населения коэффициенты поправочные вводить. То есть, потому что одно дело Тамбовская область или Курганская, а другое дело Москва, либо Ростовская область, там 4500, да? Вот. То есть вот эти факторы тоже. Башкирия в этом плане, конечно, большой регион, как эти политтехнологи говорят, электорально емкий, но населения много и так далее. Будем изучать, я думаю, что это интересный продукт. Кстати, и звонили и нам и из Праги, вот, мы давали там комментарии и так далее, вот, другие наши эксперты. То есть интерес вызвал продукт, и это очень хорошо, мы будем дальше развиваться, это интересно нам. А насколько, кстати, Башкирия вот на сегодня остается так называемым ключевым регионом среди субъектов федерации? Ну, скажем, где вот важно там достичь определенных показателей и определенных результатов на выборах. Просто кто-то говорит, что Башкирия, она всегда такой была и остается ввиду площади, ввиду населения и так далее. А кто-то говорит, что нет, Башкирия уже давно из списка ключевых выпала. По выборам нет, потому что это, опять же, электорально емкий, там, 7-й, по-моему, вот, более 3 миллионов избирателей. Да вот, знаете, Минченко, вот комментируя послание Путина, вот он сказал, в общем-то, обозначил ключевую аудиторию, значит, или электорат Путина. Это вот как раз жители малых и средних городов, жители сел и так называемых национальных республик. Хотя эти республики не национальные, а многонациональные. Вот. Ну, он как бы политолог Садового кольца, он там все хорошо знает, поэтому называет так. Но я что хочу сказать? Я здесь вижу тенденцию, вот если немножко отвлеченно от вашего вопроса, но в контексте. Значит, я вижу здесь тенденцию, что республика у нас, Башкортостан, превратится в электоральном плане как Татарстан. Там ведь никто вообще никого не спрашивает, какое мнение, что там. Там Единая Россия дает чуть ли не по 89%. Вот 16-й год, по-моему. Ну, я, может, ошибаюсь, но за 80 точно. То есть, и вот у вас же в эфире бывает же Ильнар Гарифуллин, да, вот он это очень четко все объяснил, там, в общем-то, мы общались, там так все построено, что никто пикнуть не может. Вот эта модель, это наша будет. Разве модельки от этой модели? Мы, в принципе, тоже по этой линии всегда шли. Мы шли, но у нас как-то все-таки вот эти люфты и разбалтывание определенно было. А там строго будет таким образом. Вот как нам показали на выборах президента в Уфе, 76% явки. 76% явки, ну. Вот так и будет. То есть я считаю, что в электоральном плане, вот возвращаясь к вашему вопросу, Башкирия очень значима. Что касается ключевых показателей, но это регион все-таки многонациональный, с этническими особенностями, все равно он важный. Что касается того, что это регион-лидер, нет. По передовым технологиям, нет. Это вот нефтяной регион, репутацию имеет нефтяного региона. Вот в этом плане, да. А так, конечно, вот если, опять же, рейтинги брать, да, культурные события. Честно говоря, вот у нас на уровне Ярославской области, хотя Ярославская область поменьше, вот, а там всякие регионы Центральной России более крупные, там больше культурных событий. Я не говорю, что мы бескультурные, но вот, это видно, что, скажем так, жизнь быстрее развивается в центральной части России, чем в Башкортостане. В Татарстане тоже быстрее. А Центральная Россия отстает от Европы. Ну. Вот так бы я ответил. Каковы шансы, есть ли они вообще вот Башкирии в ближайшем будущем при благоприятном стечении каких-то внутренних обстоятельств подтянуться, скажем так, в общенациональном рейтинге? К тому же Татарстану, например. Экономику же надо поднимать. Я пока не вижу, что этим вопросом занимаются, скажем так, результативно. Но с другой стороны, я не экономист все-таки, я больше политолог, нужно время. Посмотрим, вот Баширов, который занимается там экономикой, возможно, у него что-то получится. Я, честно говоря, большие сомнения испытываю на этот счет. Потому что, понимаете, велик соблазн все скинуть на предыдущее руководство, как обновить, это как Новый год. Вот, и все предыдущие невзгоды мы оставим при прошлом руководителе, а снова будет все хорошо. Это обман определенный. Мы
И вот это происходит, я думаю. Это умышленный обман людей или это прямо самообман на уровне На уровне уверенности? самообмана, да, на уровне самообмана. И этим, естественно, власть пользуется, в этом ничего плохого нет. Это не такой ужасный обман, когда нам говорят, допустим, что в Сибае там все нормально, а там плохо. Нет. Или как приезжает там замминистр, как дышать хорошо в Сибае. Там. Нет, здесь ничего не... Это вот просто особенность нашего мышления. Ну, все равно же наша психика, наш организм, мы же нацелены на продолжение жизни. Поэтому мы ищем позитивное в этом плане. К сожалению, вот такая ситуация. Я, честно говоря, очень скептично отношусь. Для всего, чтобы подтянуть все, нужен экономический рост. На уровне 4-5%. Как он будет обеспечен при такой модели? Когда у нас мусор отдают чайки, значит, это отдают другим, ну и так далее. То есть фактически монополизация сплошная. Я думаю, что это маловероятно. Ну, в принципе, если говорить о выборах, которые нас ждут в сентябре, то вряд ли мы что-то увидим изменения в экономике. Насколько ситуация в Сибае, если она не будет разрешена более или менее там, красиво, да, насколько она может повлиять на результаты выборов в республике? На результаты выборов, я думаю, не повлияет. Не повлияет. А вот на отчуждение общества от власти повлияет. В том числе и в Зауралье. Все-таки Зауралье, я думаю, и там, где... в общем-то, места компактного проживания коренного этноса, да, это Хабиров рассматривал их и продолжает рассматривать как, значит, свои приоритетные, да, ядерные зоны, так скажем, да, приоритетные зоны. А чем чревато это отчуждение? Ну, если выборы выигрываются, зачем тогда нужно иметь какое-то единение? Ну, по сути, так и думают. По сути, так и думают. Зачем? Ну, а как? Что он мог сделать и так далее? Зачем тогда беспокоиться вокруг этой ситуации, нервничать в конце концов? Ну, потому что это бьет по имиджу власти. На самом деле это глубинные последствия закладываются. Ну, на выборы это не повлияет, а люди-то плохо будут относиться к этому. Вот знаете, в Ярославле 2011 год Локомотив разбился, и Единая Россия, хоккейный клуб, я имею в виду. Да, я понял. И, ну да, чтобы слушатели тоже. Вот, и Единая Россия получила самый худший результат за все время, чуть ли не там 29%, что ли. Вот. То есть вот это все влияет. Нет, для Хабирова он понимает как политик, он же пришел не на один год сюда. Он понимает, что это для него очень серьезная проблема. То есть понятие легитимности все-таки важно? Конечно, конечно. Легитимность — это как сопротивляемость материала. Вот чем легитимнее, тем легче проводить решения. А у Хабирова планы далеко идущие. Поэтому, конечно, важно. Но выборы нет. На выборы, опять же, почему это разговор? Вот есть же официальный дискурс, который пытаются, там, скажем так, провластные вот эти блогеры навязать, там, эксперты, которые на БСТ выступают. Ну, там, кто на БСТ выступает, там принцип простой. Если что-то, ты говори все, что хочешь. Если не так, мы тебя вырежем. Также и Башинформ. Вот сейчас новый рейтинг губернаторов выйдет. Мне запрос уже дали прокомментировать. Тоже вот их много, но вот есть. Значит, прошлое я вам рассказывал, там, в общем-то, Башинформ опубликовали. Взяли 2 позитивных характеристики в адрес Хабирова, целую страницу убрали. Я это все сейчас покажу, чтобы люди там кто-то, ну, читали, кому это интересно. Есть там, таких немного, но есть. Вот. Соответственно, принцип здесь такой вот. Ну, что тут скажешь? Ну, тогда еще раз, если подытожить по выборам, которые нас ждут, ничего интересного не будет. Да, по выборам, вот я немножко сбился, да. Каибы, почему не говорят про Каибы? Давайте ставить Каибы, у нас же с Московской областью прекрасные отношения. Давайте у них в аренду возьмем. У них в прошлом году выборы проходили очень масштабно. Ну, просто я как бы тоже про последние выборы могу напомнить. Каибы у нас в Уфе 100% были обеспечены Уфе, участки, да. Но результаты не только от Каибов, как выяснилось, зависели. Согласен, но Каибы все-таки затрудняют. Нет. Все равно нужны люди конкретные на каждом участке. Наблюдатели, конечно. Нет, главное, вы абсолютно правы, вы это все проходили, я знаю прекрасно, да. Самое главное — это качественно обученные наблюдатели. Но Каибы тоже бы хорошо поставить. Но чтобы эти наблюдатели были, максимально возможное количество, нужны же кандидаты с ресурсами, с поддержкой, которые на что-то рассчитывают, в конце концов. Конечно, по сути так. Ну, даже, допустим, даже если не так, хотя бы там, условно, Навальных их никуда не пускают, они хотя бы наблюдателей поставят. Ну, им и тут помешают. Площадка наблюдателей — это что на выборах в Москве, что она застолблена за общественной палатой. Вот и у них задача как бы занять эту территорию, потом сказать, что да, были нарушения, будем работать, будем стараться. Вот. А там ваши бюллетени испортили, ну, мы поругаем, 500 рублей штраф, или 1000 даже давайте. Ну, то есть это все несерьезно. То есть, по сути, тезис, он простой. Я его из ряда в эфиры каждый, в общем-то, транслирую. Выборы не выборы. Особенно в Башкирии. Поэтому, когда вот эти вот все люди называют себя политтехнологами, которые никогда не выезжали никуда, в Башкирии, их с ними в Москве или там в Петербурге никто разговаривать даже не будет. Потому что в Петербурге так не пройдет. Вот сейчас Беглов, допустим, как у него рейтинг тоже как бы на уровне 25% и антирейтинг под 20%.
А другие пока непонятно, но они сделают по-собянински. Купируют всех, выставят там откровенных клоунов и так далее. Ну, так пройти можно. Ну, у них муниципальный фильтр в руках. Вот. А когда тут кто-то рассуждает, что тонкая надстройка электората, социология не нужна, я политтехнолог в отставке, они это ничего не понимают вообще. То есть как бы на уровень политтехнологов они не котируются. Политтехнолог — это тот, кто, в общем-то, может приехать вот на ровном месте, условно говоря, там в Нижегородскую область, выборы в облдуму, и кандидата с нулевой узнаваемостью там по одномандатному округу провести в заксобрании. В какой срок? Ну, за 5 месяцев. За 5 месяцев. Ну, 4 даже меньше. Вот кампания-то начинается. То есть теоретически к нам в Башкирию такие кандидаты еще могут заявиться от какой-нибудь партии, например? Теоретически, да, фактически нет. Хабиров все сделал для того, чтобы не допустить. Они этим занимаются, у них сценарий есть. Сидякин в этом специалист большой электоральный. То есть, как бы, да. Я говорю, там фактор Тимирбулата Каримова, но по моей информации ему сейчас дают определенные преференции экономического характера. Он, так скажем, получает фишечки вот в игре «Монополия», раз он так поставил себе. Вот. Это определенно внутриэлитные договоренности. Других игроков нет. Кто-то мелкие пакости Хабирову будет оказывать. Люди как бы республиканского уровня, там вот эти политтехнологи, около политтехнологи, федерального кто-то, там есть у него враги, будут. На результат не повлияет. Вариант с конкурентными выборами от двух кандидатов, я считаю, от власти. Конкурентные выборы, 2 кандидата от власти, я считаю, маловероятен. А так называемая консолидация элит, она сейчас у нас происходит или, может быть, уже произошла? То, о чем и сам Хабиров, в общем, открыто говорил и поступал там, принимая Муртазу Рахимова, например, у себя и поздравляя его с юбилеем. Ну, я вот задумался сейчас. Условно, хамитовские с рахимовскими, с хабировскими теперь дружат? Нет. Да, вот так, наверное, надо ответить. Значит, контрэлиты встали на место элит, это произошло. Значит, примирение с Рахимовским, да, пулом было. Но, скажем, источник конфронтации — это, во-первых, все-таки Тимирбулат Каримов, который внешний игрок и так далее. Вот. И, во-вторых, это хамитовские, их просто в силу того, что они не сплоченные, каждый сам за себя, в общем-то, и откровенно там много очень людей, которые запятнали себя, вот, их додавит. Их додавит, я думаю. Вот. Кто-то в сторону уйдет и так далее. Но все это означает, что это не консолидация скорее, но поле это утихомирил Хабиров, да. Но там не так и сложно было. В принципе, это Хамитов, по сути, это и сделал. Вы понимаете же, тоже, как бы надо это постоянно говорить, потому что люди это тоже не... Хабиров все эти, вот как я понимаю, он все эти 9 лет или 8 лет, сколько Хамитов там был у власти, он все против него играл. Он все против него играл, потому что он считал, что это его позиция, и все. И поэтому тут говорить, что вот этот слабый, это сильный. И вообще, когда мы рассуждаем о роли сильного и слабого губернатора, давайте посмотрим, что осталось после сильных, как Муртаза Губайдулович, да? Вот когда там его сын развивает австрийский бизнес и так далее. Все-таки у Хамитова этого нет. У него сын работает вот на этом, в общем, у МПО. Вот. Как бы я не говорю, что он бессеребренник. Это совершенно не так. Вот. Но все-таки, может быть, нам как бы не то, что сильный, нам все-таки бы почаще сменять власть и систему сдержек противовесов выстраивать. А разве это возможно делать на отдельно взятом региональном уровне, когда в стране все по-другому? Да, невозможно. Ну вот, допустим, Хакасия, да, Хабаровский край, вот Орловская область, показали они там, да. Ну вот я смотрю на эти регионы, и у меня такое впечатление, мы там и исследования проводили, им администрация президента не прощает этого демарша. Она постоянно вот эти информационные атаки идет на вот... Кому им? Населению? Нет, мятежным губернаторам. Губернаторам, ага. Ну вот, условно, в кавычках мятежный. Фургал, Хабаровск, Коновалов, вот этот вот. Что бы он ни сделал, Коновалова, там, Лайфру и прочие вот эти, они его мочат, как говорят политтехнологи. Вот. Ну, а с другой стороны... Чтобы что? Они чего хотят добиться этим самым? Снизить его легитимность, а получается, что повышает, потому что они, регионалы, включают ответный механизм, что вот в Москве там нас пинают, как бы, а нам денег давать не хотят. А это не ослабляет ли Россию в целом, как федерацию? Вот, конечно. Да. То есть это не понимают люди в Москве? Ну, считают, понимаете, АП обладает безусловным авторитетом. В глазах, в общем, политического пространства это единственный игрок такой, институт. И они хотят показать, что они сильные и как бы и вот, пропустили гол, больше не будут пропускать. Вот. По сути, это, конечно, там надо глубже погружаться, там и как правительство еще ведет себя. Тоже как бы
Ну, а провластные политологи, опять же, по вот эти регионы говорят, что вот теперь раньше вы получали много денег, а сейчас от федерального центра, а сейчас не будете получать, потому что вот этот вот коммунист и вот этот вот ЛДПРовец хабаровский никому не нужны. Угу. Такая игра интересная. Ну вот начинали мы программу с Путина, и, видимо, на нем и закончим. Дело в том, что хочется спросить про два момента. Да? Это, во-первых, статья Владислава Суркова, которая на той неделе обсуждалась, и рейтинги Путина, которые сейчас, по данным соцопросов, на историческом минимуме. Ну вот с рейтингов, наверное, начнем. Это что? Это вот уже какое необратимое движение, или это все-таки временные трудности? Ну, временные трудности, потому что, я думаю, пропагандистская машина будет накачивать, но он и так уже напичкан информационным, там, скажем, ботоксом, вот, очень сильно. Вот. Но я думаю, что Путин это не сильно беспокоит, свои рейтинги. Его беспокоит на другое. Вот. А то, что они понижены, это оправдано. Это, я думаю, что они даже ниже, чем того, что нам говорят. Мне так кажется. Сейчас для него важнее всего вопрос, курил, я так понимаю, да, или нет? Ну, это нам пытаются показать. Важнее всего это благосостояние россиян сейчас. Для Путина? Нет. Для Путина. Для Путина? Да нет, для Путина приоритет это с Западом как бы выстроить так, чтобы они его уважали. Ну вот через Японию, например. Ну, можно через Японию, но там особо ходов-то нет. Потому что базы, в общем-то, там Япония никогда не откажется от вот этой аффилированности с США в ближайшее время. А Россия никогда не... А зачем России отдавать это? И население курило против. Нет, я бы не сказал, все-таки стратегический вопрос для Путина — это геополитика. Это вот я именно так это вижу. Что касается рейтинга, да, вот если возвращаться, то он, в общем-то, россияне это понимают, но у нас конфигурация и взаимоотношения общества и власти — это как племя и стадо. И если, вернее, неправильно, извините, вождь и стадо. Вождь и стадо, вождь и племя. Ну, вождь и племя. И если сейчас несколько хороших ходов там сделать, то, в общем-то, рейтинг Путина поднимется, наверное. Что касается Суркова, все понятно, да. Статья, в общем-то, она была написана для одного человека. То есть для Путина того же. Да, сказать, какой он великий. Вот эти вот совершенно... Я это читал, такие вещи, там, типа у Джентиле, да, это такой идеолог Муссолини, вот там такие вещи, это фашистская Италия, вот. Какие-то глубинный народ, какие-то скрытые смыслы, все это от лукавого все. Нет таких понятий, вот. А он их вводит, Сурков. Он сам в них не верит, получается, вводя эти термины в свое письмо? Ну, он тень на плетень наводит. Ну как... Я не уверен, что власть, что Путин сейчас очень хорошо понимает наше общество, какое у нас есть. Я это не уверен. Я считаю, что сменяемость власти, она крайне необходима. Даже вот тот период, когда он Медведеву на короткий срок передавал, это чувствовалось. Какая-никакая сменяемость, да, была? Какая-никакая сменяемость, совершенно верно. Вот. А то, что это все, как бы все обсуждают эту статью, я считаю, что ее надо обсуждать в контексте того, что может быть с нашим обществом. Вот эта архаизация и так далее. Вот, собственно, мы, опять же, Институт региональной экспертизы выпустили доклад вчера про возможную отмену выборов губернатора. Мы не говорим, что так вопрос стоит. Но если будут повторяться вот эти вот хабаровско-орловские кейсы, то они задумаются про отмену этих выборов. И тот же Рустем Закиевич, как про него все говорят, что он патологически боится выборов, он же тогда-то обсуждал, как криминал рвется во власть, надо отменять. А что за власть у вас такая сильная, если вы криминал не можете оградить от власти? Более того, если сейчас спросить на социологии люди, вот Совет Федерации, кто там скажет в Госдуме, у людей, не у меня, я не высказываюсь, общественное мнение такое, что там во много уголовников во власти. Вот в Совет Федерации всякие. Но люди их не ассоциируют с президентом непосредственно, да? Это все-таки отдельно почему-то у нас. Ну, потому что так информационная картинка выстроена. Для этого уже рефлексировать надо. Путин хороший. Что там говорить? Вот, он так воспринимается. Ну что ж, тогда время нашей программы подходит к концу, и я благодарю нашего гостя, политолога Дмитрия Михайличенко. Спасибо, Руслан. Всего доброго. До свидания. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.